Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь. І сёння пра амерыканскія санкцыі, першую рэакцыю на іх улада ў Беларусі пагаворым з сусаснавальнікам беларускага свабоднага тэатру, адным з кіраўнікоў Беларускага фонду культурнай салідарнасці, грамадска-палітычным дзеячом Мікалаем Халезіным. Добрый дзень, Мікалай. Добрый день. Як ацэньваеш першыя рэакцыі ўладаў Беларусі на санкцыі США, якія былі абвешчаны ў гадавіну фальсіфікацыі выбараў і пачатку мірных пратэстаў? Гэта адкліканне амбасадара США і скарачэнне персаналу амбасады. Пры тым, што дыпламатычнае прадстаўніцтва ўжо заявіла, што не будзе спыняць працу. Якая твоя ацэнка гэтай рэакцыі? Ну, как всегда, собственно говоря, я не ожидал другого. Такая паническая история, когда ты не знаешь, как тебя укусить оппонента, и ты находишь вот такой формат. Но, на мой взгляд, это, собственно говоря, удар по самому себе, поскольку ничего это не дает режиму, но открывает новый коридор возможностей для Соединенных Штатов, в том числе для Джулии Фишер, поскольку это ситуация, когда очень облегчается работа, когда ты борешься с нелегальным, по сути, руководителем, человеком нелегитимным, который, собственно говоря, узурпировал власть. Да? То есть тогда получается, что американцы имеют полное право отказаться от неких дипломатических моделей, которые дают очень много ограничений, да, и поставить ту же Джулию в формат человека, который спецпредставитель, например, по решению кризиса. Это совсем другой статус. Он может сохранять за собой дипломатический статус, но при этом открывает совершенно другие возможности. Ты можешь действовать уже гораздо шире, чем мог бы действовать посол. А посол в современных условиях в Беларуси может, собственно говоря, находясь, если даже в Беларуси, то он может только заниматься там, условно, мониторингом ситуации. Что он еще-то может сделать, если его не слушает ни одна ветвь власти. Поэтому я оцениваю это как положительный момент для американцев, так и отрицательный для режима, потому что я не вижу никаких перспектив у него. Якія новыя магчымасці могуць з'явіцца тады у перамовах ва ўздзеянні на рэжым у Беларусі, калі гэта не будзе не дыпламатычны статус, а статус, як ты кажаш, прадстаўніка адказнага за гэты рэгіён, за гэтую краіну? Безусловно, открывается вообще формат новый формирования некоего большого международного лобби, то есть когда американцы могут гораздо шире охватывать международный контекст, да, то есть ведь Беларусь на сегодняшний день это уже угроза Европе в первую очередь, а возможно станет и угрозой миру в случае, если Лукашенко займется там контрабандой уже не сигарет, а, например, радиоактивных отходов. Это все прекрасно понимают, что когда он это проговаривается, значит, он, как правило, это делает. Я понимаю, что в этом формате у Джулии Фишер есть возможность, собственно говоря, создавать уже некую европейскую коалицию, которая готова к жестким мерам, да, и задействовать международные структуры. То, что на сегодняшний день статус посла для Беларуси стоит, как называется, очень недорого. То есть я не вижу сейчас в формате работы представителей стран, как послов, я не вижу у них эффективных методов. И это не потому, что они не хотят, а это потому, что таких возможностей просто нет. Ты перманентно связан вот этим как бы угрозой высылки, угрозой разрыва отношений и так далее. То есть я думаю, что сохранится некий формат там сотрудников консульства, который необходим, даже в формате пусть 5 человек американцев, но и не более того. То есть больше там делать, собственно говоря, сейчас нечего. Вопрос сейчас в международной коалиционной работе. І все гэта рэакцыя на амерыканскія санкцыі, якія аналітык Валер Карбалевіч назваў сапраўдным крокам у новую рэальнасць, так? Давай паспрабуем патлумачыць не палітычнай чалавечай мовай, каб кожнаму было зразумела,
як гэтыя санкцыі будуць дзейнічаць, каго закрануць непасрэдна, хто пацерпіць і які можа быць вынік? Да, я тут с Валерием согласен в том смысле, что это действительно серьезный шаг. Это как бы достаточно серьезный удар по режиму, и какие-то вещи, которые прописаны, они дают ту перспективу, при которой режим может и не оправиться от этой ситуации. Но нужно тоже понимать, что это все-таки не случайно появляется. Это не то, чтобы вот не было шагов, да вдруг сделали. Да? Это все равно поступательный процесс. Я не устаю говорить, что санкции – это процесс. И да, он может быть сначала мягким, и в нашем случае сначала он был декларативным, то есть когда были все приняты резолюции о том, что режим не признается и режим не является легитимным в международном контексте, а следовательно, дальше будут шаги по усилению давления. Дальше были шаги сначала символические, потом чуть более серьезными, сейчас еще более серьезными. То есть это процесс, который по факту должен привести к смене режима. Это так. Если говорить об охвате, то да, это самый широкий, что называется, хват. Это когда кажется, что вроде бы тоже мало субъектов попали под санкции, но они настолько выбраны широким как бы хватом, что уже от них отбояриться и сказать, что ой, нет, это ерунда, как санкции не работают, уже ты этого не скажешь. И мы можем просто взять, например, совершенно, казалось бы, не экономическую сторону, да, там, например, Национальный олимпийский комитет, но и разобраться, что произойдет с ним. Ну, во-первых, спортсмены могут больше не выступать за Беларусь. И более того, получить гораздо больше возможностей в нынешней ситуации для своих выступлений, но получить их или под нейтральным флагом, или под в представительствах других стран. Второе, на сегодняшний день невозможно будет решать вопросы, например, с экипировкой. То есть, когда американские, не только американские ведь компании не захотят иметь дело с НОКом, но и европейские компании. А это значит, что перекрывается, собственно говоря, по инвентарю и амуниции, перекрываются все возможности. Точно так же, как чиновники НОКа больше не могут быть недопущены к серьезным соревнованиям. Потому что, допустим, даже мы говорим не только о американских, нужно еще понимать, что это не только американские проблемы, связанные во взаимоотношениях США и Беларуси. Это проблемы, которые Америка создала для этой структуры на любых уровнях. Поскольку это связано и с долларом как резервной валютой, так это связано и с организацией процесса, страны, которые не захотят устраивать конфронтацию с США из-за Беларуси, поскольку Беларусь на сегодняшний день страна-изгой, и режим, точнее сказать, режим-изгой. И вот еще тут важный момент, что когда страна лишается этих возможностей и выступлений, и представительства, то это становится цепочкой, которая не всегда ограничена только НОКом. То есть надо ведь понимать, что Национальный олимпийский комитет США и вообще Соединенные Штаты являются самым крупным донором Международного олимпийского комитета. А это значит, что будут от каждого субъекта, попавшего под санкции США, будут тянуться в разные стороны цепочки, которые мы сейчас даже некоторые не можем предсказать, кто от этого пострадает. Калі казаць пра іншыя санкцыі, ёсць такі важны момант, яны тычацца дамоўленасцяў, кантрактаў, якія могуць быць заключаныя. Ці дзейнічаюць яны ўжо на тыя кантракты і дамоўленасці, якія ёсць на дадзены момант, і яны могуць некалькі гадоў мець яшчэ наперадзе?
Частично это уже включается, а частично на перспективу. Дело в том, что это сложная конструкция, она, наверное, и что касается американской юриспруденции и вот этого вообще санкционного процесса, его очень сложно объяснить простыми словами. Да? То есть нужно тогда упрощать совсем, потому что санкционный процесс в Штатах – это синтез трех элементов. Это мы говорим о законе, который принимается на уровне парламента, то есть Конгресс США, который стартует в Нижней Палате и который утверждается Сенатом. Это закон, который, собственно, оговаривает, что делают Соединенные Штаты относительно Беларуси. Существует второй элемент – это распоряжение президента, которое вот сейчас, этот стейтмент был принят. Это вторая часть, то есть, по сути, она оговаривает механизмы. И третья часть – это кодекс, да, который, собственно говоря, как-то суммируя, подсказывает, как бы рассказывает модель, да, как это будет происходить. Вот эти три элемента, если упростить, то вот синтез этих трех элементов и складывает санкционный процесс относительно белорусского режима. И на сегодняшний день все эти элементы существуют. И, например, указательное распоряжение, которое президента, которое подписано вот 9 числа, это расширение того, по сути, расширение того документа, который был принят в 2006 году, который оговаривал санкции. Но на сегодняшний день вот это принятие вот этого нового указа, оно позволяет открыть коридор для секторальных санкций. Это если говорить, повторю, упрощенно. Поэтому, когда мы говорим о дальнейших шагах, вот сейчас закладывались краткосрочная перспектива, а не окончательные решения. Почему я и говорю, что санкции – это все-таки шаг за шагом. И если мы говорим о следующем, то следующий удар будет гораздо сильнее. Это будет касаться, опять-таки, и калийной, как бы всей цепочки. Это будет касаться и нефтепереработки, это будет касаться и финансов. А это значит, что, по сути, все страны откажутся от транзита, может быть, за исключением России, но это Лукашенко не спасает. На сегодняшний день уже Литва готова перекрыть перевалку калийных удобрений через свои порты. Это значит, что механизмы уже работают. Какие есть и застаются лазейки, механизмы неяк абысці санкцыі, ну, звязаныя з канкрэтнымі асобамі? Прадугледжаны ў санкцыях такі механізм, каб гэтага пазбегнуць? Да, это, что называется, та наша боль, которая существует, но она была острее до того момента, пока эти санкции не приняли США. Поскольку в Европе не существует системы контроля, такой как в США. В США существует структура, которая называется ОФАК. ОФАК следит за исполнением санкций. И в случае, если эти санкции обходятся, то ОФАК, по сути, как бы сигнализирует своему правительству и принимаются санкции относительно тех, кто это нарушает, более жесткие меры. И тут мы говорим о новой уже истории для белорусского санкционного процесса, о вторичных санкциях. Это когда наказываются уже структуры, которые помогают обходить санкции. Такой структуры нет в Евросоюзе. И мы пытаемся подтолкнуть Евросоюз к ее созданию. Да? То есть мы создаем мониторинговую группу. Эта группа готова пересылать и пересылает информацию об обходе санкций в Евросоюз или в Великобританию, или в США, если те сами не знают, от них ушли какие-то факторы. И включается тогда механизм воздействия. У американцев этот механизм уже существует, и он уже легален и работает.
уже много десятилетий, а в Европе это только зарождающаяся история, которая, мы надеемся, за счет Беларуси очень продвинется в в структурировании как бы европейских механизмов. Вот вы шмат гадоў прафесійна займаецеся якраз пытаннем санкцый. Натуральна, это рашэнне краінаў, але падрыхтоўка санкцый працяглы працэс, у якім задзейнічаны многія бакі, якія кансультуюць, якія даюць экспертную ацэнку. Ці прапанаваныя варыянты супалі з тым, што на выхадзе было? Да, совпали. Есть один нюанс, который нас, я не скажу, не устроил, но который мы продолжим разъяснять. Это, что, как это сказать, это блочность, да, блочность санкций. То есть, когда санкциями накрывается, допустим, два субъекта, ну вот разберем там на примере Бремина Групп, да, Бремина попала под санкции и американские, и европейские, и, по-моему, британские. Бремина 3 человека, которые контролируют эту структуру. Это Алексин, это Зайцев и это Воробей. Когда поначалу включили одного Воробья в Евросоюзе под санкции, то получилось, что 2 компонента из 3 в этой структуре продолжают работу. И это значит, что работа не останавливается. Хоть и партнеры многие отказываются от взаимодействия с этими людьми и с этой структурой. Потом дополнил Евросоюз 2 людьми, оставшимися свои санкционные списки, это стало работать лучше. На сегодняшний день американцы включили Воробья и Алексина, но не включили Зайцева. Учитывая, что у Зайцева не большое, а практически все активы выведены из Беларуси. И, значит, это разговор о том, что блок этот весь не до конца работает. Он работает, конечно же, но можно было добиться гораздо более широкого здесь охвата, поскольку должны быть внесены не только эти люди, но и члены их семей, которые имеют непосредственное отношение к бизнесу. Как, например, там у Алексина жена и сын, которые работают которым он отписал свои доли в Латвии. Но в итоге это получилось, что он понял, что следующий шаг будет внесение их в санкционные списки, и он вообще продал эти активы, хоть и продал их снова своим партнерам. Да, и это значит, что эти партнеры попадут под пристальное внимание самых разных стран. Поэтому вот этой блочности пока не хватает ее окончательной осознанности структурами, которые принимают окончательные решения. Но все они, да, в экспертных оценках прописаны. Это все об этом прекрасно, та сторона, которая организовывает окончательный процесс, об этом знает. Поэтому я думаю, что с каждым шагом все-таки система давления, она улучшается, механизмы отрабатываются точнее. Я думаю, что и сейчас, после того, как и АФАК, и FBI отсмотрит те результаты, которые получатся в результате этих санкций, коррективы будут внесены и в отношении последующих шагов. Пытанне, якое ўвесь час узнікае і лагічна ўзнікае, наколькі людзі ў Беларусі пацерпяць ад гэтых санкцый. Не толькі кашелькі Лукашэнкі, не сама сістэма, а люди. У меня нет этого серьезного опасения, что люди от этого пострадают, поскольку, первое, они уже страдают, и то, что экономика валится, от этого страдают все, собственно говоря, в том числе и зарубежные компании, которые работают в Беларуси. То есть это совершенно очевидный процесс, поскольку он другим быть и не может. То есть в противном случае тогда нужно просто Европе и США взяться и финансировать режим Лукашенко. Но это же абсурд. А он будет усиливать давление, опять-таки, на свое население. Второй момент. Все-таки большинство ударов приходится сейчас на те механизмы, которые больше финансируют Лукашенко, нежели создают проблемы для населения.
Но если мы говорим про тот же там, опять вспомню этих же Бремина, да, Бремина это, по сути, люди, которые коррупционеры, которые воруют государственные средства. Причем воруют их без остатка. Да? То есть Беларуси не достается ничего. Если раньше это была система государственная, система транзита через Беларусь, то теперь она отдана в частные руки, и теперь ей владеет семья Лукашенко и его несколько там прикорытников. Собственно говоря, от чего пострадает в этом случае Беларусь? То есть белорусу ничего оттуда не достается. Точно так же, как и с Калия. То есть зарплата, по нашим оценкам, зарплата работников Беларусь-Калия занижена как минимум вдвое. То есть вот они могли бы получать вдвое большую зарплату. Да? Но они не получают просто потому, что эти деньги просто перекладываются из кармана государства в карман этих семьи Лукашенко. Все, больше ничего не происходит. Поэтому у меня нет такого ощущения, что самая страдающая сторона – это просто рядовые белорусы. Но они просто к этому процессу не имеют малое отношение, к процессу распределения этих средств. Наколькі унікальная сітуацыя вот з гэтымі санкцыямі ў свеце, ці можна параўнаць з увядзеннем санкцый супраць іншых краінаў і выніку, які дасягнулі? Ну, я могу привести какой-нибудь один пример. Например, мы можем говорить о там, ЮАР. В ЮАР это привело к смене власти. И это тоже было давление и изнутри, и снаружи. То есть апартеид сам по себе бы не растворился никогда, да, потому что на расовой дискриминации, когда режимы строятся, это режимы, которые реально не позволяют нормально жить и функционировать государству. Да. Тогда было давление изнутри, это население перестало покупать продукты в магазинах, принадлежащих белым, и пошла цепочка банкротств. Эта цепочка была по всей стране, и, по сути говоря, экономика встала. А в это время темнокожее население, которое создавало параллельно свои структуры снабжения, особенно продуктами питания, она пережила такое становление. В это же время были самые разные виды санкций применены со стороны международного сообщества, и это позволило сменить власть. В разных странах это работало по-разному. Например, если мы говорим об Иране, ну, конечно, никто не верил в то, что там просто сменится власть. Хотя формат ее поменялся под давлением, но разговор там шел больше о ядерных программах, о программах вообще как бы снижения градуса насилия и так далее. И многое из этого происходило под давлением. Просто не нужно, нужно понимать, что этот процесс – это часть общего процесса. Санкционный процесс – это не, как это называют, не серебряная пуля, да, которая выстрелила и все решила. Но она единственный элемент, который может влиять на подрыв вот этой финансирования, по сути, преступных структур. И да, мы всегда говорим, что нет, это ситуация, когда мы помогаем процессу. Точно так же, как помогает любой демонстрант в Беларуси или любой человек, который саботирует там, действия властей и так далее. Все это элементы, которые складываются в один общий пазл, который позволяет закончить этот режим. Как Наталья Коляда сформулировала верно как бы формат вот этого противостояния, это тактика 1000 порезов. Да, это когда каждый наносит телу этой власти тот порез, который может. Да, кто-то больше, а кто-то меньше. И только тогда этот режим истечет кровью, и мы про него забудем в конце концов и перейдем к нормальной жизни. Дзякуй вялікі. Пра санкцыі, пра першую рэакцыю ўладаў Беларусі на санкцыі ЗША і іншых краінаў свету мы гаварылі з грамадскім дзеячом Мікалаем Халесным. Дзякуй вялікі за экспертную ацэнку. Дзякуй.